Департамент жилищных отношений предоставил людям, переселяемым по программе переселения из ветхого аварийного жилья, дилемму, предоставив им якобы трехкомнатную квартиру, вместо их полноценной трехкомнатной квартиры предоставил так называемую трехкомнатную квартиру. Но на деле она получается, ну, в общем-то, какая-то двухкомнатная. Я хочу сказать, что это помещение совершенно несуразное. Я не знаю, что думали проектировщики, но жить в этой квартире совершенно неудобно. Вот здесь вот входная дверь, точно такая же входная дверь там, да? То есть, если, допустим, исключить эту лестницу, можно подняться в те две комнаты с подъезда. Зачем это было установлено, для чего, совершенно непонятно. Очень много места занимает лестница деревянная. Вот посмотрите, какая лестница. Здесь же убиться можно. Допустим, малый, старый пойдет вот сюда, наступит и просто провалится вниз. Никакой техники безопасности. Здесь какие-то должны быть хотя бы предусмотрены или перила, или что. Две маленькие комнаты, но они настолько малюсенькие, что расположить вот какую-то мебель здесь очень сложно. К тому же, неудивительно, что семья не хотела сюда вселяться, потому что очень сложный проект, который неудобный для проживания. И, собственно, семья отказалась вселиться. Они не были просто там ни из вредничания какого-то, да, просто им неудобно, для них это было неудобное помещение. Семья состоит из 4 человек, из мамы и 3 детей. И вот в этом помещении, да, оно вроде бы как и большое, там квадраты, они вроде бы как соответствуют, да, но оно настолько несуразное, что жить, собственно, ну, очень сложно здесь. Семья отказывалась. Я говорила, у них 3 комнаты. Ага. А у них, значит, в собственности было 3 комнаты. В собственности трехкомнатная квартира. И получается, что семья отказалась, первоначально она отказалась от этого помещения. Но, тем не менее, ДЖО подали иск в суд и вселили насильно. Вот не хотите, как хотите, но вы будете здесь жить. Ну и я считаю, что это нарушение прав. Получается, что недовольна этим помещением не только эта семья, а, собственно, очень много тут вот семей, которые недовольны тем помещением, полученным помещением. Оно им не нравится, оно действительно несуразное. Это квартира 138, соседняя квартира 139. Там тоже сейчас в настоящее время идут судебные иски, и семья, которая заселяется в эту квартиру, вернее, не заселяется, пытается не заселиться, получить какое-то другое приемлемое жилье, тем не менее, ДЖО настаивает на том, чтобы семья это проживала вот в 139-й квартире. Та квартира аналогичная этой. Вот. А теперь давайте мы спросим, мне бы хотелось спросить у юриста, у Анны Устиновны, что она думает по этому поводу. По проекту имеется зонирование, да, то есть перегородка. Как видно, вот фактически тут никакой перегородки не имеется, и на самом деле ее перегородку невозможно установить. Ее вот ни здесь не установишь, и не вот здесь вот не установишь. Потому что если тут вот перегородить, то ну что это за комната там? Курятник получается небольшой, а если здесь перегородить, то тогда у нас кухня получается не соответствует нормам площади. Это один момент. Второй момент. Не может быть эта кухня, совмещенная с комнатой, только по определению тому, что здесь имеется газовый котел. Как видите, здесь имеется газовая плита, а комната не может быть совмещена вот, значит, с кухней, в которой имеется газовый котел и газовая плита. Это вот противоречит пожарной безопасности. Ну, как уже вот тут вот говорилось, ну, вот, у нас в жилищном праве имеется такое понятие изолированное жилое помещение.
чего нельзя сказать об этой квартире, ну вот 138 и аналогичная 139. Почему? Потому что вот на 9 этаже, где расположена так называемая вот эта вот кухня, совмещенная с гостиной, имеется входная дверь. На 10 этаже вот с этой страшной, очень даже опасной лестницей, по которой ходить страшно, тоже имеется входная дверь, значит, то есть можно из 10 этажа попасть в квартиру и с 9 этажа. Это говорит о том, что, вероятно, проектировщик хотел сделать отдельную квартиру на 9 этаже и отдельную квартиру на 10. Вот тут вот принцип изолированного жилого помещения нарушен. Ткаченко пишет, что это трехкомнатное жилое помещение, с чем будет сложно согласиться. Вместе с тем, значит, в Якутском городском суде уже один раз нам отказали, значит, в назначении судебной строительно-технической экспертизе. Ну вот, во-первых, надо же еще и промерить эту площадь. Граждане, которые переселяются, значит, с улицы Нагорной, у них там трехкомнатное жилое помещение. И под видом того, что их переселяют в трехкомнатное жилое помещение, их вот, ну, принудительно выселяют. Когда мы здесь были с представителями ДЖО Баженовым и Новолоковым, смотрели эту квартиру первый раз, значит, то мы спросили, а где комната третья? Нам сказали, перегораживайте, и будет вам третья комната. Ну тут вот ее никак не перегородишь, во-первых, а во-вторых, это уже будет, ну, незаконная планировка. Верховный суд наши доводы не слышит, потому что им нужно быстро сюда людей заселить, а дома, которые признаны аварийными с 2001 и с 2002 года, нужно срочно сносить. И вот у нас сейчас, буквально сегодня, вчера, идут по 2 судебных ежедневно, и я не уверена, что суды услышат просто человека, просто юриста, они, скорее всего, займут позицию города. И тогда люди будут, вот, будут действительно выселены. На нашем случае, вот эту квартиру, которую вы видите, их выселили по решению суда. Соседняя квартира 139, там тоже решением суда Якутского городского выселяется семья. Верховный суд, несмотря на то, что там живут собственники, соглашение не достигнуто, как наниматели выселяют 139-ю квартиру. Вот такой у нас суд.